Елена Мангельдиновна, очень приятно, что мы с вами встретились на таком важном семинаре по теме «Актуальные вопросы селекции семеноводства в целевом регионе», то есть в Северном Казахстане. И тема вашего выступления, вы говорите о состоянии семеноводства, зерновых культур, проблемах, решениях и перспективах на примере Акмолинской области. И в частности затрагиваете адаптивное семеноводство. Скажите несколько слов по этому. Вопрос адаптивного семеноводства – это не новый вопрос, это, скорее всего, забытое старое, о нем еще в свое время говорил Николай Иванович Вавилов. По его понятию, в каждой зоне должно быть свое семеноводство, должны быть свои сорта. В принципе, по этому принципу построены наши научно-исследовательские институты, и, в принципе, по требованию адаптивного семеноводства и селекции, в частности, мы сейчас и работаем. Просто мы немного требования адаптивного семеноводства сейчас нарушаем. Я думаю, что это и есть первый такой проблемный вопрос, почему у нас с семеноводством имеются проблемы в нашем зерносеющем регионе. И хотелось бы все-таки, я думаю, что это волнующий всех вопрос, что сегодня, к сожалению, процент завозимых сортов превалирует в сторону не в пользу отечественной. Что вы по этому поводу? Расширьте, пожалуйста. Да, это очень серьезный такой вопрос. Это вопрос, понимаю, не только я, это и, как говорится, и в самом Министерстве сельского хозяйства. Очень много сортов завозится, культур, особенно зернобобовых, масличных культур, овощных, сейчас еще технических, плодово-ягодных. Понимаете, когда речь идет про такие основные культуры, как зерновые, зернобобовые, масличные, это культуры очень важные для диверсификации зернового производства, чтобы избежать этой монокультуры, в которой мы были до этих пор. И когда отсутствуют отечественные сорта и они завозятся извне, мы всецело зависим от рынка семян того государства. И чтобы избежать этой зависимости, нам нужна своя селекция, нам нужны свои сорта для каждой определенной природно-климатической зоны. И это очень важно. Спасибо. Хотела в связи с этим сказать, сегодня семинар проходит в Центре зернового хозяйства имени Бараева. Как вы оцениваете его роль и значение в этих вопросах? Я считаю, что вообще любой семинар, он в пользу и сельхозтоваропроизводителю, и тем же ученым, потому что это сближает, объединяет их. К сожалению, сейчас селекция, семеноводство и производство, оно находится на разных уровнях, и нету между ними такой нужной связи. Такие семинары, дни поля, они наоборот на пользу идут. Это идет большее сближение науки и производства. И в связи с этим вы не подняли проблему, просто сказали, что необходимости создания единого центра по внедрению семеноводства. Насколько это актуально, или мы, может, опоздали с этим вопросом? О том, что открыть единый сервис по семенам, это вообще идея поднималась лет 10 назад. К сожалению, пока еще такого массовой работы не производится в этом плане. Каждый оригинатор сам занимается своими семенами. Соответственно, на плечи оригинатора ложится и реклама этих сортов, воспроизводство этих сортов, сам семеноводческий процесс. В нынешних условиях оригинатору это очень сложно производить. И если, это мое мнение, если будет определенный центр, который будет заниматься и рекламой, и, такой деятельностью, распространять знания про эти сорта, то наша отечественная наука и наши отечественные оригинаторы, они будут только в плюсе от этого.